Канадские регуляторы рынка начали расследование в отношении двух ведущих канадских фирм за извлечение выгоды из практики использования рабского труда в Восточном Туркестане. Ральф Лорен Канада и Гобмин, две компании, упомянутые в соответствующем предварительном отчете об оценке, находятся под следствием по обвинению в том, что они заставляли уйгуров работать в цепочках поставок в Китае, сообщает «Голос Америки». Господин Мехмед Тохте, директор базирующегося в Оттаве уйгурского проекта по правам человека, утверждал, что в июне 2022 года 28 членов общественных организаций конфедерации заявили, что 13 компаний в Канаде извлекают выгоду из принудительного труда и что канадские компании фактически производят продукцию с принудительным уйгурским трудом в цепочках поставок, управляемых их китайскими партнерами в Восточном Туркестане. 80% уйгуров в Турции не могут общаться с некоторыми членами семьи. Более трети подверглись преследованиям со стороны китайской полиции или государственных агентов во время пребывания в Турции. Турция в течение многих лет считалась убежищем для уйгуров, спасающихся от китайского гнета, разделяет религиозные и культурные и языковые связи с уйгурами и является домом для крупнейшей общины уйгурской диаспоры, насчитывающей 45 тысяч человек. Но, согласно докладу испанской правозащитной группы Safeguard Defenders, Турция в последние годы теряет репутацию безопасного убежища для уйгуров, поскольку она сблизилась с Пекином экономически и политически. По мнению многих экспертов, причина этого изменения заключается в том, что Турция, которая в настоящее время борется с финансовым кризисом, хочет, чтобы из Китая поступало больше денег. Подписано соглашение об электронной торговле между Кыргызстаном и Восточным Туркестаном. Согласно письменному заявлению правительства Кыргызстана, председатель Совета министров Акылбек Жапаров провел переговоры в городе Урумчи в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. На встрече Жапарова с секретарем комитета Коммунистической партии Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая Ма Синьчжуем обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта, логистики, почтовой связи, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Пекин разделяют общее представление о нынешнем и будущем устройстве мира. Как сообщает белорусское информационное агентство Белта, Лукашенко встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который находится с визитом в Минске. В ходе встречи Лукашенко заявил, Беларусь и Китай хотят реализовать многополярный мир, территориальную целостность. Китай выступает за единство границ, установленных после Второй мировой войны. Китай по-прежнему привержен принципу невмешательства во внутренние дела стран. Короче говоря, вся палитра китайской внешней политики похожа на нашу. События в китайской экономике не выпадают из мировой повестки дня. Требование Китая о том, чтобы США немедленно отменили тарифы на стальную и алюминиевую продукцию, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Министерство торговли Китая потребовало, чтобы США немедленно отменили тарифы на сталь и алюминий, импортируемые из Китая. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с вице-премьером Вьетнама Чан Лукуангом заявил, что две страны должны наращивать идеологическую солидарность и контакты на высоком уровне. Китай и Вьетнам, как соседние страны со схожими идеологиями, подчеркнули, что хотят укреплять отношения и углублять сотрудничество. Китай и Вьетнам входят в 5 стран мира, управляемых коммунистическим режимом, наряду с Кубой, Лаосом и Северной Кореей.